Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Alive. Сегодня у нас продолжается цикл бесед с вами, да, как будто бы это индивидуальные расклады на разные темы. И сегодня тема на одну позицию, как обычно, это беспокойство. Мы посмотрим, как вам справиться с вашим внутренним беспокойством, что вас беспокоит, и, может быть, опишем какие-то, да, внешние, внутренние факторы. И гадать я буду на Таро хорошие кармы. Итак, давайте с вами пообщаемся, да? Такое как бы психологическое Таро-консультирование получается. Практически индивидуальное. Вы пришли ко мне вечерком попить чаю, может быть, даже, не знаю, там, с тортиком, или если вы на ПП, с зерновыми хлебцами, вот, и поговорить. Вы приходите и говорите, меня беспокоит что-то, а я не понимаю либо что, либо как с этим справиться. Я говорю, сдвигай 3 раза. Сдвигай 3 раза, будем разбираться, что тебя беспокоит. Будем искать просвет в жизни. Что там у нас на дне колоды? Видите, карта «Мир». Мир как раз-таки и говорит о том, что вы можете прийти к внутренней гармонии. Да? Посмотрите, женщина с бокалом. Кстати, может, мы не чай будем пить с вами, да? Такая вся умиротворенная, красивая, прекрасная. Весь мир за нее. Она чувствует единение со Вселенной. С Богом, с высшими силами, со всеми людьми. Ну и, соответственно, вы можете прийти к такому гармоничному состоянию. А мир разговаривает с вами и говорит, я люблю тебя. Просто, без всяких каких-то лишних слов. Он говорит просто, я люблю тебя, я принимаю тебя таким человеком, какой ты есть. Ты мое дитя. Я часть тебя, а ты часть меня. Вот и все. Хорошо, раз у нас высшие силы так расположены к разговору, давайте посмотрим, кто вы. По мнению высших сил на сегодняшний день, кто вы. Вы у нас троечка жезлов. Человек увлекающийся, интересующийся. Между прочим, тройка жезлов здесь смотрит лицом. Это прекрасно, я считаю, хорошая колода, да? Потому что обычно тройка жезлов отвернута от нас. А здесь персонаж смотрит на нас и куда-то как будто бы в сторону, да? Раскрытые руки. Вы прекрасный человек, добрый, открытый, общительный, интересный. И, соответственно, смотрите за горизонт. Вы, может быть, хотите куда-то поехать или просто там на экскурсию, да, там даже ближайшие окрестности посмотреть. Или, может быть, на дачу отдохнуть, а может быть, с друзьями куда-то. Либо отдыхать в другую страну, в другой город, да. Вот что-то вас интересует такое за горизонтом. А может быть, вообще мечтаете переехать в другую страну. Вы позитивный человек, яркий. Я бы сказала, даже находчивый. Жезлы – это масть огня, поэтому, может быть, у вас сейчас много созидательной, огненной энергии. Но я не говорю, что вы знака зодиака огня, ведь смотрит много человек. И есть у нас и другие стихии, поэтому нет. Просто в вас сейчас есть вот энергия созидания. Что еще о вас скажут карты? Ну, карты здесь показывают правосудие и 10 кубков. Они, высшие силы, вас видят человеком честным на самом деле. И если уж не в официальном браке, то стремящимся к этому браку, да? Стремящимся к тому, чтобы жить в семье, в полном достатке, в любви, окруженным близкими, которые все благосклонны к вам. Может быть, там дом, детишки, семья полная чаша. Это либо ваши цели в жизни, либо уже у вас хотя бы что-то из этого есть.
В любом случае, высшие силы награждают вас благословением и счастьем. Они говорят: да нет же, ты счастливый человек, у тебя все может быть хорошо в жизни, вполне это реально. Так, ну давайте посмотрим, а что же вас беспокоит? Что вас беспокоит? Шестерка кубков. Воспоминания. Вот смотрите, тут есть люди, которые обнимаются и счастливы. Есть старички, божьи одуванчики, а есть человек, смотрящий как-то немножечко хмуро. В наших воспоминаниях есть абсолютно все. И хорошее, и плохое. Есть благодарность и сожаление. Но вы чего-то не можете простить себе из прошлого. Прошлое трепет вас. Вы полны негативных воспоминаний и часто мучаетесь от них и очень переживаете. Может быть, вы поступили как-то, но считаете, что неправильно. Может быть, кто-то нанес вам психологическую травму в прошлом, и вы от нее страдаете и мучаетесь, не можете забыть. Может быть, вас кто-то предал, или еще что-то сделали нехорошее, обозвали, да? Что угодно может быть. Вас беспокоят ваши воспоминания. Вы хотите забыть об этом, вы хотите перестать мучиться от них, но они преследуют вас по пятам, и вы не знаете, как справиться с собой. Вроде бы в жизни может быть все хорошо, вы смотрите куда-то вдаль и готовы покорять новые горизонты. Но прошлое давит на вас из-под тишка сзади, со спины, и оттягивает за волосы назад. Ну хорошо, есть самообвинение, есть травмы прошлого, есть негативные воспоминания, или то, что бередит вашу душу, сожаление. Есть ли какие-то внешние факторы, которые сейчас складываются против вас, например, да? Или есть ли внешние факторы, которые беспокоят вас? Король кубков, мужчина. Но он так-то позитивный человек, любящий и добрый. Однако, возможно, это человек знака воды или с асцендентом в воде, да? Кто каким-то образом, либо своими мыслями, либо своими чувствами, все равно вас как-то смущает, беспокоит, энергетически может вас колебать. И вы, может быть, это ощущаете и еще дополнительно испытываете беспокойство. То есть вас тревожит не только прошлое, вас тревожит человек какой-то, понимаете? Может быть, он думает о вас, а вы ощущаете беспокойство. Может, он любит вас, а вы ощущаете эти чувства на себе. Такое бывает. А может быть, вы с ним поругались, поссорились, у вас плохие отношения с каким-то мужчиной, с каким-то человеком мужского пола. Из-за этого вам как-то не так. Как-то вы себе места не можете найти. Что у вас идет со стороны семьи, друзей и коллег на сегодняшний день? Так, со стороны семьи. Пятерка пентаклей. Вот такое чувство, что в семье могут быть, первое, финансовые проблемы по пятерке пентаклей, да? Во-вторых, какая-то идет тоже негативная ситуация. Ситуация, что вы считаете себя отдельным от своей семьи человеком и за многое себя корите по отношению к своей семье. Считаете, что вас, не знаю, вплоть до того, что нужно выгнать на порог, и вот сиди там, мерзнет, да, вот ты такая-сякая или такой-сякой нехороший человек. Вы считаете, что по отношению к своей семье, может быть, поступили как-то неправильно, да, вот совсем неправильно. И теперь есть чувство вины. Может быть, вы отвечали за достаток и не предоставили столько ресурсов, сколько вам хотелось бы. Такое бывает, что люди себя за это очень корят и обвиняют. Мол, не дала или не дал что-то своим детям, или там родителям, себе, своим близким, да, там самым близким, кто живет с тобой. Что со стороны друзей?
Ну, тут у нас все прекрасно. Карта мага, она говорит о том, что друзья могут вас стимулировать, поднимать ваш дух и, наоборот, как-то оптимизм внушать и давать хороший пример. То есть ваши друзья позитивные люди. На самом деле вам полезно дружить с людьми, общаться с ними, разговаривать по душам. И поэтому ваши друзья могут быть поддержкой для вас и опорой. Что с коллегами по работе, если они таковые у вас имеются, да? Вот у кого есть коллеги по работе, рыцарь кубков. Кто-то из коллег по работе испытывает к вам уже такие личные чувства. Поэтому это тоже может добавлять в жизни позитивных эмоций. Личные чувства не обязательно любовь, хотя и бывают на работе романтические увлечения. Но также это могут быть хорошие, теплые, дружеские чувства. И, соответственно, работа, общение с людьми на работе тоже добавляет вам всего только самого позитивного. Внутренние факторы, которые беспокоят вас. Двойка мечей. Вы не знаете, как поступить. В этом проблема. В нерешительности. Вот смотрите, вас беспокоит перекресток, на котором вы сейчас стоите. Этот внутренний фактор и породил в итоге воспоминания о прошлом, психологические травмы прошлого, самообвинение прошлого, предательство и все такое, да? Именно этот перекресток вас больше всего тревожит. Именно распутье. Вы не можете принять решение. Примите же его. Сделайте однажды, да, свой выбор и больше не сворачивайте с этого пути. Какой бы выбор вы ни сделали, мы сегодня об этом говорили, что вот 28 лет назад я сделала определенный выбор в своей жизни. И до сих пор не знаю, был ли он правильным. Вот мы сегодня об этом говорили. И что толку, что я буду это перебирать уже 28 лет в своей голове? Я вернусь в прошлое? Нет. Каким бы ни был ваш выбор, он будет единственным и поэтому самым верным. Сделайте его, пойдите уже в этом перекрестке по какой-нибудь дороге. И это будет ваша уникальная дорога. И назад ничего не вернуть. Поэтому лучше сделать один правильный выбор, и все. Он всегда правильный. Хорошо. Как справиться вам с беспокойством? Ну, естественно, 8 кубков, она пошла к своему счастью. Вот смотрите, она стоит на перекрестке. Это ее очень беспокоит. Она не может совершить свой выбор. 8 кубков пошла. Сделала выбор и идет искать счастье. Да, здесь человек вот как будто какое-то время в этой карте живя, он чувствовал себя не в своей тарелке. Но когда пошел, он понял, я пошел искать свое счастье, и я его найду. Во что бы то ни стало, найду. Сейчас мне может быть хоть как сентиментально и грустно, но я иду его искать. И вам нужно пойти. Вам нужно пойти. Что хорошего вас ожидает впереди? Солнце! Счастливая карта. Скоро вас ждет удача. Большая удача, большое счастье, хорошие новости. Может быть, какие-то денежные прибавления. Озарение, да, озарение. Счастье-то вы свое найдете. Все будет хорошо. Все будет хорошо. 9 пентаклей. Вы получите свое финансовое изобилие. Вы получите свой хороший дом, хороший сад, где будет светло, тепло и приятно. У вас все будет хорошо. Просто расстаньтесь уже со своим беспокойством и сделайте выбор. И пойдите по этой дороге. Вы найдете солнце, вы найдете 9 пентаклей. Вы будете самым счастливым человеком. Просто потому, что наконец-то решились. И наконец-то перестали смотреть назад. Что бы там в прошлом ни было, вы не вернетесь туда. Никогда. Что бы в будущем ни было, вы не сможете этого предугадать. Не смотрите ни в прошлое, ни в будущее. Смотрите в сегодня. Что я могу сделать сегодня? И делайте это. И вы будете всегда счастливым человеком.
Ну, вот такой ответ сегодня вам дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.